Здравствуйте! В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. День рождения первого президента Абхазии, акция водителей маршрутных такси в столице, официальное вступление в должность нового посла России в Абхазии, акция «Ночь в музее». На этой неделе мы стали свидетелями этих и некоторых других событий, которые привлекли пристальный общественный интерес. Подробнее о них смотрите сегодня в нашей программе. Вопрос цены или цена вопроса. Водители маршрутных такси выдвинули требования об увеличении тарифов за проезд, отказались от всех предложенных вариантов решения проблемы и 3 дня не выходили на рейсы. 25 лет отметил МИД Абхазии. О достижениях и сложностях в работе абхазской дипломатии в интервью с главой внешнеполитического ведомства страны Дауром Кове. Ночь в музее. Как прошла международная акция в Абхазии? В репортаже наших корреспондентов. А теперь подробнее об этих и некоторых других важных событиях недели. 15 мая жители Сухума столкнулись с внезапным повышением цены за проезд в маршрутных такси. Водители установили свой тариф – 20 рублей, подняв стоимость проезда на 5 рублей. Всю прошедшую неделю вопрос повышения тарифа обсуждался и на городском, и на республиканском уровнях. Однако прийти к единому мнению властям и водителям маршрутных такси так и не удалось. Ирина Джопова напомнит, как развивались события. Вопрос изменения тарифов за проезд на общественном транспорте возникает периодически и затрагивает интересы перевозчиков и пассажиров. Около месяца назад на имя главы администрации Сухума поступило письмо от владельцев маршрутных такси и муниципального управления общественного транспорта с просьбой рассмотреть возможность повышения тарифов за перевозку пассажиров в городе Сухум. Письмо было направлено на рассмотрение депутатам городского собрания, в чьей компетенции находится этот вопрос. Возможность повышения тарифов депутаты обсудили на ближайшей сессии собрания 24 апреля. Интересы водителей на заседании представил начальник Сухумского автобусного парка Леонид Шулумба. Я думаю, увеличение платы за проезд до 5 рублей это не составит большой такой серьезной проблемы, учитывая, что сегодня проезд стоит 15 рублей. Для социально незащищенных слоев населения изменений не будет в автобусах и троллейбусах, то есть по проезду. Цены на топливо и удорожание запасных частей, горюче-смазочных материалов при прохождении границы, вся эта ситуация изучена, будет в развернутом виде предоставлена информация на обосновании всего этого. И хотелось бы удовлетворить эту просьбу и водителей, и потребность в этом есть. В тот день вопрос так и не был решен, и поскольку депутаты не пришли к общему мнению, было принято решение создать рабочую группу для более подробного изучения вопроса. Надо изыскивать какие-то другие методы, я не знаю, датировать дотационно. И исходя из этого, чтобы сегодня не выносить решение, не оттолкнуть его от себя, что будет желательно, чтобы вы занимаетесь или мы, давайте сделаем 3-4 человека, вот как ты предложил, да, Александр Ильич, давайте с нами поработайте более четче, соберите коллектив. Однако водители маршрутных такси не дождались решения депутатского корпуса и 15 мая самовольно увеличили цену за проезд до 20 рублей. А на следующий день более 150 машин не вышли на свои рейсы. Часть пассажиров, которые пользуются услугами маршрутных такси, была не согласна с повышением цены. Другие отмечали, что согласны на увеличение тарифа, если владельцы маршруток улучшат качество обслуживания и условия перевозки. Немножко, если даже поднимут цену, ну пусть будут условия тоже чуть получше хотя бы. Но отношусь к этому плохо. Даже за 15 рублей они вообще очень плохо обслуживают, сдачу иногда неправильно дают. Маршрутки очень грязные, иногда они курят очень сильно. Вообще, я против. Кто-то же должен их контролировать, это же не просто так. Пусть поднимут свой сервис, уровень обслуживания. Сами водители маршрутных такси отмечают, что повышение цены за проезд – мера вынужденная. Цена за проезд не менялась уже 5 лет, а топливо и автомобильные запчасти за это время значительно подорожали, и работать им стало невыгодно. На встречу с водителями приехал министр экономики Адгур Ардзинба, начальник госуправления по транспорту Рабистан Габлия и председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия. У вас есть заправочный комплекс, насколько мне известно. Я только что разговаривал с руководителем Абхазтопа. Значит, есть такая возможность поставлять на эту заправку туда к вам по минимальной цене, отличающейся от той цены, которая есть везде на розничном рынке. То есть эта цена будет приближена к оптовой цене. Мы выслушали все ваши доводы, все ваши мнения. Дайте время, пожалуйста, до пятницы, когда будет заседание, и там будет решено. И ваши представители доведут до вас.
Тем не менее, все последующие дни многие водители маршрутных такси так и не вышли в рейсы, а уже в пятницу состоялось заседание городского собрания, куда были приглашены и сами водители. Вопрос цены за проезд на маршрутных такси в черте города депутаты обсуждали совместно с руководителем Госуправления по транспорту Рабистаном Габле, начальником Сухумского транспортного предприятия Леонидом Шулумбо и некоторыми владельцами маршрутных такси, которым были предложены несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Есть у нас категория граждан, это студенты, пенсионеры, инвалиды. Если для них цена останется прежней, то я готов поддержать поднятие цены, а для данной категории граждан оставить цену 15 рублей. Мы говорили о том, что будет поставляться топливо по заниженной цене. Я думаю, это тоже можно оставить в силе, это тоже будет выгодное какое-то предложение. После долгого обсуждения депутатам городского собрания и руководству Сухумского АТП так и не удалось прийти к единому решению, так как в итоге депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд столичных маршрутных такси. Между тем, некоторые водители самовольно подняли цены за проезд до 20 рублей, другие же пока не собираются выходить в рейсы, и вопрос изменения тарифов на проезд в маршрутках остается открытым. Ирена Джопуа для событий недели. Между тем, в Министерстве экономики обсуждали острые проблемы автотранспортной сферы. В соответствии с новой структурой Кабинета министров Министерству экономики передано 9 госуправлений, в том числе и транспорта. Министр экономики Адгур Ардзинба провел первое рабочее совещание с руководством Государственного управления транспорта, начальниками региональных унитарных предприятий и частных компаний, занимающихся перевозками пассажиров, а также водителями маршрутных такси. Обсуждались вопросы подготовки к туристическому сезону в первую очередь, потому что, как вы знаете, у нас совсем скоро уже начнется ожидаемый наплыв туристов, по крайней мере, мы на это рассчитываем. Также мы обсуждали вообще ситуацию в целом, которая существует в работе Государственного управления по транспорту. Были поставлены вопросы со стороны работников транспортной сферы, вопросы лицензирования транспортной деятельности. Они попросили комментарии, консультации, связанные с переходом системы лицензирования на бессрочную основу. И вот те преобразования, те изменения, которые произошли, была с их стороны озвучена необходимость там дополнительного комментария, что и, соответственно, Министерство экономики будет делать в ближайшее время. 14 мая в Абхазии отдавали дань памяти первому президенту республики Владиславу Ардзинба. В этот день ему исполнилось бы 73 года. С самого утра к мемориалу Владислава Григорьевича в его родном селе Эшера возложить цветы пришло руководство страны во главе с президентом Раулем Хаджимба, общественность, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, студенты и школьники. Владислав Ардзинба – выдающийся государственный и политический деятель, основатель современного абхазского государства, крупный ученый-востоковед. Он один из немногих политиков Кавказа, которые полностью изменили ход истории своей страны, создав государство вопреки всем законам геополитики. Во время Отечественной войны народа Абхазии вокруг первого президента сплотили свои силы абхазский народ, соотечественники из разных стран и братские народы Северного Кавказа, что и стало залогом победы. Ветераны вспоминают о нем как о настоящем полководце, достойном сыне абхазского народа. Владислав Григорьевич – это личность, которая в тысячелетия, в века рождается раз. Он поверил в свой народ, народ поверил в него. И мы победили в этой войне, вот, где мы просто могли как этнос исчезнуть. Вот, все то, что он предугадывал, все то, о чем он думал, сегодня это все сбывается, и на его это все видно. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин официально приступил к своим обязанностям. 15 мая состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот посла президенту Абхазии Раулю Хаджимба. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года. Президент Абхазии поздравил нового посла России в республике со вступлением в должность и отметил, что динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью отнести к разряду показательных. За 10 лет был создан мощный правовой фундамент двустороннего сотрудничества, включая договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Достигнутый нами уровень партнерства подтверждает высокие стандарты взаимопонимания и позитивный настрой на дальнейшее тесное сотрудничество. Алексей Двинянин заверил, что приложит максимальные усилия для дальнейшего развития союзнических отношений между Россией и Абхазией. Для меня большая честь быть назначенным
послом Российской Федерации в Республике Абхазия, стране, которой я посвятил без малого уже 13 лет. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской стороны. Благодарю вас и Табуб. 17 мая Министерство иностранных дел Абхазии отметило свое 25-летие. В Сухуми прошло торжественное заседание, посвященное юбилею внешнеполитического ведомства Абхазии. В мероприятии принял участие президент страны и многочисленные гости из России, Южной Осетии, Приднестровья и Республики Арцах. МИД Республики Абхазия был учрежден постановлением Верховного Совета 17 мая 1993 года в самый разгар грузино-абхазской войны. Тогда перед нашим народом нависла угроза истребления. О самых важных событиях в истории абхазской дипломатии, итогах, достигнутых за прошедшие 25 лет, и работе, которую сегодня проводит МИД, нам рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Даур Кове. Даур Вадимович, поздравляем вас с юбилеем внешнеполитического ведомства. И сразу же первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие основные события повлияли на формирование внешнеполитической деятельности нашей страны? Спасибо за поздравления. Знаете, наверное, начну с того периода, когда Министерство иностранных дел формировалось. Мы все прекрасно помним, в каких тяжелых условиях и что послужило предпосылками для создания Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В далекий 93 год, в период разгара Отечественной войны народа Абхазии, Владиславом Григорьевичем Ардзенбо было подписано постановление Президиума Верховного Совета Абхазии о создании Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Потому как уже в тот период была очевидна необходимость создания подобного ведомства, посредством которого бы государство доносило бы международному сообществу о тех событиях, которые происходили в тот период в Абхазии. И мы сегодня имеем возможность видеть, что то решение, которое было принято в тот период Владиславом Григорьевичем, оно было абсолютно верным. И сегодня Министерство иностранных дел продолжает ту работу, которая велась очень давно по представлению Абхазии на международному сообществу, на международных площадках. Всякая работа любого ведомства, любой организации имеет свои подъемы, имеет свои спады. Могли бы вы оценить наиболее успешные периоды работы дипломатов абхазских и могли бы вы привести примеры того, где не были использованы все возможности? Возвращаясь опять-таки к послевоенному периоду, наверное, основной задачей дипломатов того периода была задача по сохранению мира, по сохранению тех итогов войны, которые мы видели. И в тот период наши дипломаты отлично справились с этой задачей. Было очень тяжело. Это были различные переговоры, различные форматы. И вы знаете, что сам Владислав Григорьевич принимал участие практически во всех важных переговорах, которые были у нас. На сегодняшний день, наверное, сложно выделить какой-то этап, который можно было бы назвать переломным. Конечно же, мы должны говорить о том, что 2008 год, период, когда Российская Федерация признала суверенитет Республики Абхазия, этот момент он стал такой датой, когда перед Абхазией открылось большое окно возможностей. И в первую очередь признание суверенитета Абхазии со стороны Российской Федерации обеспечило нам самое главное – это гарантии нашей безопасности. И на сегодняшний день мы выстраиваем абсолютно полноформатные отношения с Российской Федерацией, с теми другими странами, с кем у нас сегодня есть дипломатические отношения. Продолжаем работу по налаживанию контактов с другими государствами. Поэтому процесс идет. Сложно сказать, что вот мы достигли одного момента, и это великая победа. Нет, мы идем, процесс продолжается, и я уверен, впереди у нас будет еще довольно много побед.
На самом деле, действительно, есть такие периоды, когда тяжело преодолеваются какие-то препятствия. Скажите, пожалуйста, насколько абхазской дипломатии удается достигать своих целей и какие вообще инструменты для этого у нее существуют? Потому что, не секрет, что все равно наша страна в таком, знаете, полупризнанном для многих, для остальных стран состоянии находится. Абсолютно с вами согласен. Конечно же, сегодня мы сталкиваемся с тем, что грузинская пропаганда, грузинские власти делают все для того, чтобы изолировать Абхазию от международного сообщества. И на сегодняшний день первоочередными задачами для нас является преодоление той международной изоляции, в которой мы находимся. И в первую очередь мы активно работаем над информационной составляющей, потому как для нас очень важно сегодня довести до международного сообщества ту объективную правду об Абхазии, которая есть. Скажу открыто, это очень сложно, и мы испытываем огромное противодействие на всех уровнях. Наверное, не секрет, что Грузия противостоит нам не только в плане политики, но и различного рода культурные, гуманитарные контакты, которые осуществляет Республика Абхазия, они все подвергаются очень серьезному прессу со стороны Грузии на абсолютно разных площадках. Но при всем при том нам удается доводить ту правду, которая сегодня есть, доводить наши позиции до международного сообщества. И при этом мы используем разные форматы. Сегодня, вы знаете, у нас из политического формата есть формат женевских международных дискуссий, где представлены Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Российская Федерация, представители Евросоюза, Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и представители Соединенных Штатов Америки. И сегодня на этой площадке, где мы представлены абсолютно в равных качествах со всеми делегациями, мы проводим очень серьезную работу по тому, чтобы, опять-таки, наши позиции были услышаны. Это один из моментов. Некоторые эксперты говорят о том, что, возможно, не существует какой-то доктрины единой для продвижения международного статуса Абхазии, в том числе мало использования международных площадок, таких как Организация Объединенных Наций. Что вы можете об этом сказать? Знаете, в моем понимании Абхазия — состоявшееся государство, правовое государство, демократическое государство, которое избрала правильный путь и идет по нему. Что касается доктрины, я бы сказал так. Абхазия на сегодняшний день — это государство, которое является абсолютно надежным партнером для тех стран, с кем у нас выстроены дипломатические отношения, для тех стран, с кем мы пытаемся наладить какие-то контакты. Наверное, мы должны сделать таким образом, чтобы к нашему государству потянулись. И в первую очередь нам необходимо создать внутри своего государства такую атмосферу, которая будет являться показательной для остальных государств. А что касается механизмов, я еще раз повторюсь, но сегодня мы испытываем очень серьезное давление со стороны всего международного сообщества. Но, несмотря на то, мы на различных площадках, это и дипломаты, и общественные деятели, и депутаты парламента, все на разных площадках представляют нашу страну, и я уверен, это даст свои результаты и свои плоды. Что бы могло стать прорывом, как вы считаете? Какое событие может стать прорывом? Я скажу так, Абхазия должна стать привлекательной страной. 25 лет абхазскому МИДу, мы не можем не вспомнить о тех людях, которые формировали абхазскую дипломатию. Могли бы вы рассказать о этих людях? Каждый человек, который в свое время возглавлял внешнеполитическое ведомство,
они сделали очень много для того, чтобы мы дошли до сегодняшнего времени. Конечно же, мы всегда помним, говорим об этих людях, таких как Сократ Джинджоли, Саид Таркил, Леонид Лакербая. Это, к большому сожалению, сегодня нет с нами Константин Константинович Озган, это Сергей Шамба, Максим Гвинджи, Вячеслав Чирикба. Это все те люди, которые внесли неоценимый вклад в становление нашего государства, потому как в период, когда они возглавляли внешнеполитическое ведомство, Абхазия находилась перед вызовами и различными угрозами, свойственными тому периоду. И эти люди, они сделали все для того, чтобы мы имели возможность сегодня продолжать ту работу, которую начинали они. Абхазия находится в окружении других стран, меняется и геополитическая ситуация в мире. Учитывает ли МИД вот эти изменения и какую стратегию в связи с этим вырабатывает? Естественно, мы очень пристально следим за теми событиями, которые сегодня развиваются в мире. Мы не можем игнорировать то, что сегодня происходит вокруг нас, потому как мы являемся частью этой большой международной системы. И поэтому, исходя из тех процессов, которые сегодня формируются и происходят вокруг нас, мы, соответственно, делаем те шаги, которые считаем полезными для своего государства. Но при всем при том у нас есть своя доктрина, утвержденная, которой мы следуем. Это внешнеполитическая концепция нашего государства. Но мы в обязательном порядке внимательно изучаем все те события, которые происходят сегодня в мире. Благодарю вас за интервью. Спасибо вам. И знаете, я бы хотел еще сказать, мы в преддверии юбилея, вернее, к юбилею подготовили такую книгу, авторами которых являются мои коллеги, это Кан Таня и Тимур Шанава, которая называется «Дипломатия Республики Абхазия. 25 лет на службе суверенного государства». Я думаю, что эта книга будет очень интересна читателю, и она рассказывает о многих вещах, о истории становления нашего внешнеполитического ведомства. Я думаю, это будет полезная такая книга для читателей. Еще раз хочу поблагодарить вас за поздравления и, наверное, сказать, что наша страна на правильном пути. Спасибо. Абхазия нуждается в новом политическом курсе, который должен быть выработан путем общественного согласия. Об этом заявили лидеры партии АПСНы на съезде, состоявшемся в Сухуме в конце апреля. Делегаты обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и призвали все политические силы отбросить разногласия и начать совместные консультации по модернизации системы государственного управления. На очередном заседании Политсовета партии, которое состоялось 17 мая, вопрос о консультациях с политическими партиями по реформированию Конституции вновь стоял на повестке. Руководство партии АПСНы проинформировало о проведенных консультациях с Единой Абхазией, ФНЯ и Амцахара. Представители этих партий высказали свое мнение по данному вопросу в интервью для нашей программы. Насколько у нас внутри будут происходить политические процессы, настолько мы будем показывать всему миру, как состоявшееся государство, как народ, который четко понимает цели и задачи, поставленные перед ним. Сегодня, на мой взгляд, настал такой момент, когда надо уходить от так называемой уличной демократии, уходить, когда решаться будут вопросы спорные, неспорные, как раз на уровне межпартийного диалога. Такие мощные политические организации с большим опытом политическим, как партия Амцахара, как Единая Абхазия, как Форум народного единства, конечно, на сегодняшний день во многом формирует политическую повестку, политическую погоду, если так можно выразиться, всей Абхазии.
Поэтому новая молодая партия, несмотря на то, что она вот недавно появилась на политической арене, она, на мой взгляд, сегодня выдвинула важную инициативу. Она обозначила общую повестку, интерес к которой проявили все политические организации. Роль партий и роль государственных органов они направлены прежде всего на становление и улучшение всего государства. Вот этот диалог, который возникает, поэтому необходимость этого реформирования на сегодняшний день на самом деле присутствует. Это понимают все. Но вопрос заключается в том, насколько все готовы к этому диалогу и насколько мы найдем точки соприкосновения и общие площадки. У меня такое вот ощущение есть, что мы найдем точки соприкосновения и будем работать. Наверное, лет 20 говорю о том, что необходимы такие реформы, которые бы сделали парламент более независимым, и при этом можно было бы ожидать, что исполнительная власть будет под реальным контролем парламента. Без этого все остальное просто нереально воплотить в жизнь. Я говорил о том, что необходимо в первую очередь провести выборы по партийным спискам. С этого нужно начинать, потому что партии должны прийти реальные, со своими идеями в парламент, а не отдельные личности. И именно это вот стало основой для нашего разговора, поэтому они вот в первую очередь к нам пришли. И мы поддержали эту идею, будем сотрудничать, чтобы изменить политическую систему в стране, сделать ее более демократичной. Вопрос вообще реформирования Конституции, вот, конституционной реформы, он назрел давно. Этот вопрос уже обсуждается не один год. Наша политическая партия Амцахара неоднократно высказывала свою позицию по отдельным пунктам, статьям этой Конституции, то, как мы видим, что именно нужно изменить. Вот, что касается политической партии АПСН, которая вчера выступила с инициативой совместного участия в разработке изменений Конституции, то, безусловно, мы рады этой инициативе. Мы готовы сотрудничать с политической партией АПСН и со всеми остальными для того, чтобы принять активное участие именно в разработке предложений по реформированию Конституции. Сейчас активно обсуждается, и мы также принимали активное участие в обсуждении вопросов создания смешанной системы. Очень, как говорится, много есть пунктов, много статей, которые хотелось бы пересмотреть. Вот в рамках нашей партии сейчас сформирован экспертная группа, которая занимается разработкой предложений, и в ближайшее время мы хотели бы озвучить, представить общественности свое мнение, свою позицию по отдельным направлениям. Я хочу выразить благодарность всем руководителям политических партий за то, что они нашли время, за то, что нас приняли, обсудили. Первые консультации прошли, и мы рады, что в позитивном ключе все настроены на реформы. Лично для нас, всей партии и Политсовета, нам важна неотвратимость реформ, чтобы реформы были осуществлены. Как вы все знаете, уже президент отправлял в прошлый созыв парламента конституционные реформы. К сожалению, они не набрали большинства голосов. Реформы нужны не партии АПСН или другой партии, реформы нужны стране. Все реформы связаны в первую очередь с законодательством. Не поменяв законодательство, говорить о том, что в стране можно что-то там делать, это просто несерьезно. К акции «Ночь в музее» в этом году присоединились 3 государственных музея Абхазии. Главной целью акции является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Открытость для зрителей – основной девиз музейной ночи всего мира. Идея простая. Раз в год музеи мира открываются с 7 вечера до часа ночи и представляют самые разные программы. О том, что предлагали для посетителей абхазские музеи, в репортаже Налы Кове. Вот уже 4-й год в столице проходит акция «Ночь в музее». В ней участвуют 3 государственных музея – Музей боевой славы, Государственный музей и Литературный музей Дмитрия Гулия. Цель акции – привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию. Специально к этой ночи подготовлены экспозиции, которые сложно будет увидеть в другой день. Министр культуры республики Эльвира Арсалия выразила надежду, что в следующие годы количество музеев, желающих принять участие в акции, станет больше.
У работников музея очень тяжелый и не всегда видный для посетителя труд. И поэтому они каждый год готовят те выставки, которые в обычные дни мы, посетители, увидеть не можем. И поэтому, конечно, это такой вот очень хороший для музейной жизни импульс развития. Мы очень хотели бы, чтобы в этой акции принимали участие не только государственные музеи. В Абхазии много музеев, частных, общественных, музеев, которые в местных органах. Это очень важная часть музейной истории, Международный день музея и акция «Ночь в музее». И поэтому мы их призываем в следующем году обязательно поддержать. В Абхазском государственном музее представлен природный отдел, где посетители с интересом знакомились с предметами геологии и различными видами камней. Современный отдел экспонирует награды и подарки, врученные в разные времена президентом Абхазии, которые были переданы столетию Госмузея. В экспозиции музея есть приз «Золотая маска», полученный Хиблой Герзмава, и наряд, в котором она была на церемонии награждения. Вы можете видеть, здесь банк нам подарил все монеты, которые он выпустил, с просьбой, чтобы не остались в наших фондах. Также вот мы выставили Хибла маску золотую, которую она специально для нашего музея привезла. Тут же выставлено ее платье, которое она купила на первый гонорар свой в Японии, когда она давала концерт, первый ее гонорар, и она купила вот это красное платье. В музее имени Дмитрия Гулия акция проводится уже 3-й раз. В этом году «Ночь в музее» здесь посвящена 105-летию Георгия Гулия. Здание, где расположен ныне музей, это дом, в котором писатель родился, жил долгое время, в котором он работал и творил. Акция «Ночь в музее» призвана приобщить молодежь к творчеству Георгия Гулия. Самый большой экспонат музея боевой славы – автомобиль Владислава Арзенба. Здесь также представлена выставка работ военного фотокорреспондента Ремзи Агарба, а также уникальная экспозиции из обломков вертолета и вещей жертв Ладской трагедии, архивные фотографии времен войны, личные вещи погибших и многое другое. Данный флаг, который вы видите здесь, он принадлежал группе «Дельфин», которая принимала участие на Восточном фронте. Это село Кутол, укомплектованное бойцами села Кутол. Этот флаг музею передал Ахра Гуланзе, боец этой группы. Здесь вы увидите фамилии бойцов, которые расписались в период войны. Это январь-февраль месяц 1993 года. Здесь есть фотография, на которой запечатлен этот флаг. Это принятие присяги перед боем. «Ночь в музее» – международная культурная акция, придуманная в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году по инициативе Государственного музея Абхазии. На Алакове Беслан Чинджерия для событий недели. 24 мая в республике объявлен Днем чистоты. Власти страны обратились с просьбой привести в порядок города и поселки нашей страны к празднованию десятилетия международного признания независимости Абхазии и 25-летия со Дня Победы. Принять участие в акции призвали трудовые коллективы организаций, учащихся, жителей многоквартирных домов и частных домовладений. Всех, кто искренне любит свою родину. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.